Работаем уже 5 лет. И что мы делаем? Мы поддерживаем семьи на любом этапе взросления ребенка. То есть это и консультации для семей, у которых только появился такой малыш. Это и сопровождение семьи, то есть консультации, как можно дома с ребенком заниматься, какие нужны ему медицинские, допустим, обследования или какие-то мероприятия. Есть у нас детский сад, куда детки солнечные ходят вместе с обычными детьми, дружат, учатся. Мы отправляем детей в школу. Ну и стараемся сейчас охватывать уже и старших деток, потому что их тоже нужно куда-то девать. Они тоже очень хотят чем-то заниматься, не сидеть по домам. И сейчас уже несколько проектов направлены на поддержку уже детей постарше, подростковые и молодые люди с синдромом Дауна. Синдром Дауна не является болезнью. То есть, если так просто разобрать слово болезнь, то это какое-то состояние болезненного человека, которое приносит ему дискомфорт или боль. И априори человек хочет избавиться от своей болезни, да? Болезнь нужно и хочется вылечить. Синдром, он обозначает набор признаков. То есть у наших детей есть определенные признаки, да? Вообще, по-медицинскому правильно называется не синдром Дауна, а трисомия 21, то есть трисомия по 21 хромосоме. Это генетическое состояние, это не генетическая болезнь. То есть это состояние, оно, во-первых, не приносит человеку дискомфорта, не приносит болезненных ощущений. И вместе с тем это состояние нельзя излечить, вылечить. И было бы хорошо, если бы даже не пытались уже современные медики это лечить. Во-первых, мама никогда не виновата, ни мама, ни папа. Это во всем мире называется генетической случайностью. И до сих пор учеными не установлена именно реальная причина, почему возникает эта лишняя 21 хромосома. И можно выявить, есть пренатальный скрининг, на 12-й неделе его делают, который может обнаружить у ребенка шейную складку и отсутствие носового хряща. Это могут быть такие сигналы к тому, что возможно у плода синдром Дауна. Но у нас очень мало таких хороших аппаратов УЗИ, которые действительно это видят. Во-первых. Во-вторых, очень часто все-таки бывает врачебная ошибка. Бывает это складочка, может быть и у обычного ребеночка. И плюс есть такой момент, что, например, в нашей организации некоторые мамы знали, что у ребенка будет синдром Дауна, то есть по предварительным анализам это сообщили, но мама решает не избавляться от своего ребенка. Особенно, когда это уже ребенок, которого ты чувствуешь, который уже шевелится, ты уже осознаешь, что внутри тебя жизнь, человек, и мама просто не способна уже убрать. Это уже не плод, это уже ребеночек. Это дети со своими особенностями развития. В основном их особенность заключается в том, что они развиваются медленнее своих сверстников. И они в основном плохо разговаривают. Но никакой агрессии они не воспроизводят. То есть никакой угрозы для окружающих они не создают. Мы работаем, детский сад работает тоже уже почти 5 лет. И да, есть такие родители, которые не готовы. Есть такие, которые забирают своих детей, а потом возвращаются, видя, что другие детки ходят, и нет никаких конфликтных ситуаций, нету там каких-то особых драк между детьми, да. И есть те, которые приходят, смотрят садик и остаются сразу. То есть даже есть люди, которые идут целенаправленно. Но это, наверное, люди, которые немного уже знают о том, что такое синдром Дауна, о специфике этих детей, да. Но в целом мы нашей работой очень сильно меняем эти мнения. И видим, что люди действительно меняются, они просто узнают больше, потому что люди, они же от незнания обычно боятся. Мы боимся то, чего мы не знаем. Поэтому нужно просто больше рассказывать, показывать. Синдром Дауна вылечить нельзя, потому что это не болезнь.
единственный способ, это, я не знаю, если когда-нибудь наука дойдет до такого уровня, чтобы запустить какого-то, не знаю, мини-робота, который, представьте, в каждой клетке организма убить одну лишнюю хромосому. То есть вот эта хромосома дает все особенности ребенку. Очень много, да, прописывают стимуляторов для мозга, там каких-то суперпрепаратов, каких-то аминокислот. Ученые пытались подсаживать стволовые клетки ребенку, но это ничего не помогает. То есть избавиться от синдрома невозможно, по крайней мере сейчас в современной науке. Препараты, которые стимулируют работу головного мозга, на самом деле ребенку приносят, бывает, что приносят непоправимый вред. Часто родители направляют делать ребенку массаж и ЛФК. Вот для наших детей массаж такого интенсивного типа не подходит, потому что у деток очень слабые мышцы во всем организме. И когда мы их очень сильно массируем, мышцы истончаются и становятся еще слабее. Как следствие, есть детки, которые пошли на курс массажа, ребенок сидел, а после массажа он перестал сидеть. Плюс часто бывает, что врачи особо не разбираются, синдром Дауна у ребенка или, может быть, у него ДЦП, и назначают препараты идентичные. И вот у нас был такой случай, когда ребенку с синдромом Дауна, у которого слабые мышцы, кололи лекарство, которое расслабляет мышцы еще больше. По принципу то, что колят деткам с ДЦП, которым нужно расслаблять мышцы. То есть медики вот очень часто даже не разбираются особо. Нужно это ребенку, принесет ли ему это вред. Вместе с тем у деток с синдромом Дауна все-таки, то есть синдром Дауна это синдром, это не болезнь, но при этом у них бывают болезни. Болезни сердца, плохое зрение, сниженный слух, внутренние органы, да, какие-то пороки развития, либо недостаточно хорошая работа. И когда ребенку назначают лишние препараты, это все отражается, опять же, на его организме, на его печени. И, допустим, у детей с синдромом Дауна на 1% риск выше, чем у других детей заболеть лейкемией. И так на ослабленный детский организм дают лишнюю нагрузку, лишних лекарств. И в основном все эти лекарства, они не входят в доказательную медицину. Их эффективность не доказана. А детки отстают в интеллектуальном развитии все по-разному. То есть кто-то очень прям так минимально, практически наравне идет с обычными детьми. Есть детки, у которых задержка побольше. И дело еще в том, что как бы диагностировать вот это вот, знаете, у нас иногда даже врачи или педагоги стараются сказать, легкая форма синдрома Дауна, тяжелая форма, тоже нельзя. То есть никакой анализ, никакое медицинское обследование не покажет, тяжелая форма или легкая, просто таких терминов даже в принципе нет. Уровень развития ребенка мы можем понять только занимаясь с ним и проводя мониторинги и тестирование. И даже если у ребенка низкий уровень развития, даже если у него идет очень такое приличное отставание в развитии, с ним все равно нужно заниматься, и по-любому с ним будут результаты. И очень обидно, когда наших детей называют необучаемыми, потому что они обучаемы в любом случае, хотя бы чему-то. Может быть, не возьмет ребенок, не сможет понять и выучить принципов математики, но чему-то он научится все равно. Бытовой жизни, правилам общения, да, каким-то социальным навыкам. Опираясь на зарубежный опыт, конечно, им нужен все равно присмотр. Есть такие пары, вот мы тоже следим за опытом каким-то заграничным. Есть семейные пары с синдромом Дауна, которые живут отдельно, но как бы периодично как-то их все-таки навещают родители, проверяют, как у них дела. И, допустим, за границей, в Европе, в Америке людям с синдромом Дауна легче найти работу. То есть это какая-то легкая конвейерная работа, знаете, упаковщик посылок на почте, помощниками продавцов в супермаркетах они часто работают, они следят за тем, как разложен товар на прилавках. То есть у нас же нет обычно таких единиц, да, вот рабочих. Они вполне могут освоить какую-то легкую элементарную работу. И вы знаете, у детей есть такая особенность, они очень щепетильны. Вот если им один раз объяснишь, как, вот в каком порядке что-то делать, они обязательно в таком порядке это и будут делать. Поэтому им очень хорошо конвейерная работа. Может быть, шитье. Кто-то может стать швеей, да, девочки, может и даже мальчики. Что-то прикладное, что-то, что они смогут делать своими руками. Спасибо, Виктория. В конце хотели ваш совет для мам, у которых есть дети с синдромом. Что вы
посоветуете? Ну, рекомендации, если какие-то дадите. Нужно обязательно относиться к ребенку как к обычному. Если это ребенок, который только родился, как и любая хорошая мама, берет своего младенца постоянно на руки, разговаривает с ним, гладит, делает массаж, кстати. Единственный массаж, который нашим детям идет на пользу, это мамин массаж. Когда это такие легкие поглаживания, нежные, они просто стимулируют кровообращение и не вредят мышцам ребенка. Делать все то же самое, что вы делаете со своим обычным ребенком. Если он у вас первый родился, все, что вы планировали делать. По-любому мама, пока носит своего малыша, она уже придумывает, какая у него будет спальня, какие игрушки, куда она будет его водить, и там вплоть до того, в какую школу он еще не родился, а мы уже думаем, да, отдадим на спорт, отдадим секцию. Все то же самое, пожалуйста, делайте с ребенком с синдромом Дауна. Наши детки особенные, им нужно повторять больше раз. И бывает, мама говорит, я уже не могу, у меня нет сил, он меня не понимает. Но может быть, он понял бы на 25-й раз, а мама сказала 24, поэтому не уставайте повторять с нашими детьми. Они в любом случае запомнят и поймут вас. Еще один совет – сильно не баловать ребенка. Очень часто у деток бывают проблемы именно педагогические с обучением из-за гиперопеки со стороны родителей. Ребенок обязательно должен ходить, падать и разбивать коленки. От этого, без этого никак, от этого не убежишь. Наши мамы часто жалеют, говорят, ему тяжело кушать, я ему все в блендере кручу. Ему тяжело ходить, я его по лестнице сама поднимаю. Но этого делать нельзя. Точно так же, как вы с обычным ребенком, там, 6 месяцев даете уже ему грызть яблочко, да? Даете прикорм. В годик вы уже его стимулируете хотя бы на несколько ступенечек подняться по лестнице. То же самое нашим детям нужно даже еще больше, чем обычно. Поэтому никакой гиперопеки, никакой жалости к своему ребенку и к себе. Никто не виноват в том, что ребенок с синдромом Дауна появился в вашей семье, и вы не виноваты. Нужно просто его принять таким, и нужно ребенка научить с этим жить. Не лечить его, не изменить его, а именно помочь ему приспособиться к своему состоянию и жить с этим состоянием комфортно. Спасибо.